Нурлат. Название города в переводе с татарского обозначает «лучезарный конь». Конь здесь везде. На гербе, на площади в центре города, на магнитиках. Но если честно, то город Нурлат своим появлением обязан вовсе не коню, а железной дороге. В конце 19 века в Российской империи началось строительство железных дорог. Волго-Бугульминская ветка была частью проекта индустриализации страны, и путь ее лежал мимо деревни Старый Нурлат. В 1905 году сюда приехали первые семьи железнодорожников, и началось строительство железки. В чистое поле завозились рельсы и шпалы, рабочим инструментом была лопата, а рабочей силой – крестьяне окрестных деревень. И лошади. Может, отсюда конь на гербе? Сейчас трудно оценить темпы строительства, но по тем временам это были рекордные сроки. Через 6 лет, в 1911 году, здесь прошел первый поезд. После этого события станция Нурлат появилась на карте страны. И это была не просто станция, тут уже было и свое депо, а со временем Нурлат стал развиваться как железнодорожный узел. Во время Великой Отечественной войны из Москвы сюда был эвакуирован завод Мосметростроя, и железнодорожное депо стало местом по производству снарядов для артиллерии и «Катюш». В те же годы в районе начинается нефтеразведка. В 60-е железнодорожный узел электрифицируется, паровоз сменяется тепловозом, а Нурлат приобретает статус города. Тогда же и начинается промышленная нефтедобыча. В конце 70-х в Нурлате открывается свое нефтегазодобывающее управление – Нурлатнефть. Самое молодое добывающее управление в группе Татнефть. И как у самого молодого, у него самая современная задача – осваивать небольшие месторождения нефти западного склона Южно-Татарского свода и Меликесской впадины. Нефть в этих местах периода Верхнего Девона и Нижнего Карбона, и так просто ее не возьмешь. Нужны и прогрессивные технологии, и, конечно, опыт. Растет добыча, растет и Нурлат. Строятся дороги, новое жилье, школы и санатории. Но самое интересное еще впереди. В 2005 году начинается добыча высоковязкой нефти. Такой считается нефть, вязкость которой больше 30 сантипуаз. Для сравнения, вязкость воды 1 сантипуаз, оливкового масла 40 сантипуаз, а вязкость меда 2000 сантипуаз. Нурлатнефть же имеет дело с нефтью вязкостью до 10 тысяч сантипуаз. Это примерно как джем. Технологий добычи такой нефти множество, но их суть приблизительно одна – нагреть нефть, понизить ее вязкость и поднять. Раньше такая добыча считалась нерентабельной, но теперь это дело признано достаточно перспективным. Добыча сверхвязких нефтей – это высший пилотаж нефтедобычи. В этой теме сконцентрированы самые передовые технологии, оборудование, материалы и специалисты. Из 10 миллионов тонн татарской тяжелой нефти 50% добыли нефтяники Нурлата. Тем временем Нурлат, небольшой цветущий город, стал родным для 32 тысяч человек. Его инфраструктура современна и не уступает более крупным городам. Многое, что необходимо горожанам, построено при финансовой поддержке Татнефти. Помимо традиционного набора для комфортной жизни, жилые комплексы, садики, школы, базы отдыха, построен спортивный комплекс, школа искусств и культурно-досуговый центр. Кстати, в Нурлатском районе находится единственный музей Габдуллы Кариева. Именно он считается основателем татарского театрального искусства, и именно он в начале 19 века начинает знакомить татарского зрителя с мировой и русской классикой. А сегодня центр культурной жизни нурлатцев – это центральная площадь. Ах, да, но мы же так и не выяснили, при чем здесь конь. Видимо, от большой и давней любви татар к лошадям. Но и не только. Нурлатский конезавод очень крупный и широко известный в узких кругах. Он имеет свою богатую историю, а его питомцы – международные победы. Здесь выращивают очень породистых скакунов. Недавно при поддержке Татнефти открыта новая конно-спортивная школа и манеж. И молодые жокеи уже вовсю завоевывают свои первые медали. Вот такая история города Нурлат. От индустриализации до цифровизации. Мы вместе. Без берега, Нурлат.